Широ, первый вопрос. Кто ты? Немножечко о себе. Всем привет, меня зовут Широ, я учусь в Ц номер 2, мне 15 лет. Занимаюсь я теннисом, а в свободное время также программирую, создаю мобильные приложения. Стоп, ты тоже программист? Да. Хорошо. Так, давай про твои самые первые победы в спорте. Самые мои первые победы это было в 2018 году, когда мне было 12 лет. Я получила 3 место. Это было 10 августа, ко дню Варзиш. Ко дню спорта. Вот просто у меня телефон украли. Ничего страшного. Хорошо. Так, смотри, как давно ты в спорте? Я давно в спорте, уже как бы 7 лет. За эти 7 лет у меня было много проигрышей и также выигрышей. 7 лет это со скольки лет получается? С 8 лет. С 8 лет. Да. С 8 лет ты занимаешься большим теннисом. Да. Также, как сказать, я давно в спорте, и почему именно я выбрала этот спорт? Потому что он интересный и развивает твою как бы точность, мыслительность и, как сказать, реакцию. Также меня вдохновляют мои родители, особенно мама, которая она меня поддерживает как физически, так и финансово. Она, что бы я ни выбрала, что бы со мной не стало, или проиграла, или выиграла, она все равно поддерживала меня. Классно. То есть поддержка со стороны родителей есть. Первые твои победы, можешь, пожалуйста, описать свои эмоции? Вот когда тебе было 13 лет, да? Да, когда мне было 13 лет, когда я получила 3 место, это для меня было уже большим успехом. Это было просто незабываемые эмоции. Я даже помню как дату и год, когда это все произошло. Это в первую очередь это было поддержкой для меня, восхищением, то, что я могу дальше добиваться и могу быть к успеху. Расскажи конкретно вот свои эмоции. Вот ты вышла, тебе сказали, что у тебя 3 место, тебе всего 13 лет. Что ты чувствуешь? Ты поверила, не поверила? Я поверила, потому что, в первую очередь, когда я начала, как бы в теннисе есть такие правила, которые тебя ставят своим возрастом и своим, но все равно ты соревнуешься. Также, когда меня поставили с одной девочкой, я играла, и первый, второй круг я выиграла, а третий проиграла, и поэтому мне дали 3 место. Но это для меня также было, как сказать, толчком вперед, то, что вот моя первая медаль, хотя даже если она 3, но все же я могу добиться лучше. А была дискриминация со стороны твоих сверстников, что ты девочка и занимаешься таким якобы не женским делом, но вообще, в принципе, спортом? Да, буллинг как бы был, когда я только занималась 1,5 или год. Есть такие люди, которые уже занимались несколько лет, например, 7-5 лет, а я только занималась год. И когда у нас проходили соревнования, они как бы смотрели или говорили, что вот у меня ничего не получится, вот мы ее выиграем, она слабая, особенно мальчики. То, что вот всем девочкам говорят, ты же девочка, ты не должна выбрать. Но у девочки должно быть свое решение и выбрать, кем она хочет стать, кем работать. Конечно, отличные слова. Как ты успеваешь совмещать учебу и спорт? Потому что спорт, мне кажется, берет тоже огромное количество времени. Вот сколько ты, например, уделяешь тренировкам? В день я уделяю по 4 часа. По 3-4 часа, это не считая еще подготовку, всякие тоже, получается, соревнования. И как школа совмещаешь? В школе, вот, когда я получала награды или побеждала в каких-нибудь соревнованиях, меня директор поддерживал. Наша школа, она как бы, для нее это же, как сказать, как небольшой бонус, да? Не бонус, а то, что вот есть такая девочка, особо девочка или без разницы, вот она получила такое место для нашей выхода. И как давно ты стала чемпионкой в республике? В республике это было уже 2-3 года назад. Еще 2-3 года назад. Да. Сколько тебе было? Мне тоже 14-13 лет. Хорошо. А отношение близких к тому, что ты так много уделяешь времени физическим нагрузкам? Опять же, ты девочка и уделяешь много времени спорту. Мои близкие поддерживают меня, потому что в нашей семье есть, они свободолюбивые люди, которые, как сказать,
они поддерживают твой выбор, твое мнение, они слушают тебя, и они меня всегда поддерживают. Также они говорят то, что не все равно, если даже ты занимаешься спортом, это также для тебя же будет, потому что это здоровый образ жизни. Или можно кем-нибудь стать, и можно зарабатывать на жизнь. Хорошо, ты пока на этом не зарабатываешь? Нет, пока что нет. Подожди, нет, ты же говорил, что ты обучаешь ребят еще Да, больше ребят, себя. также мы с моей мамой мы уже создали проект для лиц с инвалидностью, чтобы развивать учить людей с инвалидностью заниматься теннисом. Мы открыли проект, я буду как бы тренером, буду их учить, это будет для меня выгодой и как бы уроком, то что вот я начну занимать детей. Классно. То есть с ребятами, особенными ребятами, ты будешь им преподавать теннис. Классно. И сколько у вас, на скольких ребят такой проект рассчитан? Это будет 2 группы? На 6, по-моему. На 6 человек? Да, на 6 человек. Классно. И как быстро этот проект реализуется? Как скоро? Как бы вот 3 декабря у нас предстоит одно мероприятие. Мы должны подготовить людей с инвалидностью до 3 декабря, например, даже не таким профессиональным навыкам, хотя как новичок, чтобы они только могли как бы попадать в корт или чтобы они могли бить ракеткой или вот держать, как правильно держать ракетку, или вот так. Классно. Можешь, пожалуйста, фотографию медали вернуть? Ты можешь примерно сказать, сколько у тебя таких медалей? У меня больше 20, по-моему. Больше 20? Да, это еще было в 2019 или 2018 году. Еще больше есть. Да. Там кубок, вот этот третий по середине, который стоит, это в 2018 году. Классно, классно. И сколько из них у тебя получается первое место гран-при? Первых мест больше, 3 место только у меня одно, по-моему, 6 или 7 серебра, дальше все золото. Отлично, классно. Есть вопросы нашей юной чемпионки? Что касается программирования, ты создавала какие-нибудь приложения? Да, я создавала мобильное приложение тоже для лиц с инвалидностью. Это мобильное приложение называется Access for All, которое это доступность для всех, означает доступность для всех. Это как приложение работает как карта GPS. Люди с инвалидностью могут как бы посмотреть в этом приложении, где есть доступность, нету доступности. Просто сейчас у меня есть фотка, если можно, я вам покажу. Мы, наверное, не сможем прийти. Ты можешь вот так вот показать? Это фотография твоего приложения? Да, функции фотографии. Также мы открыли нашу команду, называется тоже Access for All, под именем приложения. Также в нашей команде были сами люди с инвалидностью. Это наша первая страничка, если можно. Можешь, пожалуйста, пройтись, показать фото? И у кого еще есть вопросы? Бывали ли какие-то сильные травмы, чтобы ты не могла продолжать спорт или что-то типа этого? Да, были, когда вот я проигрывала, или как бы, я же говорила, что в спорте у нас там как бы возрастая нет ограничения. Меня когда ставили, например, с 18-17-летними девочками, я проигрывала, но все же я не сдавалась. Еще вопрос? Часто ли ты обращаешь внимание на плохие высказывания людей в сторону Нет. спорта? Нет, мое мнение это то, что я должна прислушиваться к себе и к своему мнению, потому что я выбираю, кем я хочу стать, и мое решение.